Здравствуйте. Как и всегда по субботам, вас приветствует программа «Чечен-Инфо». И в студии в течение этого часа для вас буду работать я, ее ведущий Муслим Умаров. Все самые интересные и заметные события уходящей недели найдут свое отражение в материалах наших корреспондентов. Эта неделя принесла богатый урожай новостей. В сегодняшней нашей программе мы подробно остановимся на событиях, которые показались нам наиболее интересными. Ну, как говорится, обо всем по порядку. Итак, сегодня в программе. Анализ событий, произошедших в Чеченской Республике за неделю в рубрике «Экспресс-инфо» с Муслимом Гелагаевым. Отмена режима контртеррористической операции в Чеченской Республике в рубрике «Тема», рассказывает Валид Генаев. Обзор наиболее интересных событий о Чеченской Республике, размещенных во всемирной паутине интернет в рубрике «Чинет» вместе с Тимуром Нажаевым. Разные времена и разные эпохи в исследованной истории чеченцев. Даты, события, имена в этот календарный день, но много лет назад в рубрике «Хронограф» вместе с Амиром Алхановым. Крупный ученый и общественный деятель, профессор Ибрагим Алироев в рубрике «Жизнь замечательных людей», рассказывает Зулай Байдаева. Республика продолжает оставаться в поле информационного внимания средств массовой информации. На этой неделе глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел совещание с главами районных и городских муниципальных образований, где призвал присутствующих более оперативно решать проблемы населения. Также глава республики провел расширенное совещание с руководителями министерств и ведомств социального блока. И, наконец, Рамзан Кадыров представил на рассмотрение в парламент Чеченской Республики ряд кандидатур на должности руководителей различных министерств и ведомств. Об этих и многих других событиях уходящей недели вы узнаете прямо сейчас в рубрике «Экспресс-инфо» вместе с Муслимом Гелагаевым. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел совещание с главами районных и городских муниципальных образований. Совещание началось с обсуждения темы самовольного захвата жителями земель госхозов республики. С докладом о работе, проведенной межведомственной комиссией по контролю за использованием сельскохозяйственных угодий, выступил первый заместитель председателя правительства Чеченской Республики Магомед Даудов. Он отметил, что комиссия проверила 146 госхозов по всей республике. В результате работы комиссии госхозам возвращено 20 884 гектара земли. Подлежит переводу еще 8112 гектаров, сообщил Магомед Даудов. Рамзан Кадыров сказал, что считает недопустимым самовольный захват жителями земель аграрного назначения, в результате чего возникают проблемы с развитием сельского хозяйства, и обязал глав муниципалитетов держать данный вопрос под жестким контролем. Далее была затронута проблема экологии. Рамзан Кадыров отметил, что муниципальные власти должны систематически наводить порядок на вверенных им участках и обеспечивать неукоснительное соблюдение санитарных норм в городах и селах, поскольку безответственность в вопросе охраны окружающей среды может привести к возникновению очагов заболеваний среди населения. На совещании также обсудили вопрос расселения жителей пункта временного размещения. Ответ по этому аспекту совещания держали мэры Аргуна и Грозного. В частности, Ибрагим Тимирбаев сообщил, что в общежитиях города Аргун осталось лишь 18 семей после завершения отопительного сезона, и они будут размещены в местах постоянного проживания. Еще одним пунктом повестки дня была тема работы с подрастающим поколением. Рамзан Кадыров подчеркнул, что воспитанием достойных членов общества должна заниматься не только семья, но и педагоги в общеобразовательных учреждениях. Такие понятия, как наркомания и алкоголизм, неприемлемы для нашего народа, поэтому необходимо проводить работу для пресечения табакокурения и употребления наркотиков и алкогольных напитков в молодежной среде, добавил он. Глава республики также интересовался ходом реконструкции города Аргун и Наурского района. Руководители муниципальных образований отчитались, что все работы идут в соответствии с графиком. Подытоживая встречу, Рамзан Кадыров призвал глав муниципалитетов активизировать работу с населением, быть ближе к народу и оперативно решать проблемы жителей республики. Для этого еженедельно в районах и селах республики специально созданная межведомственная комиссия будет проводить приемы граждан. Глава республики Рамзан Кадыров на прошедшей неделе провел расширенное совещание с руководителями министерств и ведомств социального блока. Поднять работу на более качественный уровень – именно такова задача, поставленная перед новым вице-премьером по социальному блоку Исойтом Хаджиевым. Вопросы обсуждения участников встречи, конец учебного года, подготовка к единому госэкзамену и другие. Как сообщил министр образования и науки Чеченской Республики Анзор Музаев, уже третий год выпускники школ в республике сдают единый госэкзамен. По его словам, школы готовы
готовы к проведению единого госэкзамена. В качестве эксперимента сдавать экзамены по математике в этом году будут и девятиклассники. Уже проведены 2 подобных тестирования. Результаты лучше, чем в прошлые годы, отметил министр. Тем не менее, глава республики поручил министру лично проконтролировать, все ли соответствует требуемым условиям. Нормы поведения школьников не только в учебных заведениях, но и в общественных местах стали также отдельной темой для обсуждения собравшихся. Были рассмотрены и вопросы, касающиеся отдыха детей. По словам министра труда, занятости и социального развития Мухаммада Ахмадова, в решении этого вопроса они сталкиваются с определенными проблемами. Организовать летний отдых детей в образовательных учреждениях — такое предложение высказал руководитель социального ведомства. Глава республики предложил другой вариант — отправить детей на отдых вместе с педагогами. Также Рамзан Кадыров поручил уделить особое внимание детям уже на местах, в лагерях отдыха. В завершение встречи Рамзан Кадыров еще раз напомнил присутствующим, что требования к результатам их работы будут жесткими. Социальная защита людей является главной задачей руководства. Об этом должен помнить каждый находящийся во власти, подчеркнул глава региона. На прошедшей неделе Рамзан Кадыров представил на рассмотрение в парламент Чеченской Республики ряд кандидатур на должности руководителей различных министерств и ведомств. Парламентарии рассмотрели предложенные кандидатуры членов правительства и общим голосованием дали согласие на их утверждение. Так дано согласие на назначение Исы Тумхаджиева на должность заместителя председателя правительства Чеченской Республики по социальному блоку и Галаса Таймасханова на должность министра промышленности и энергетики Чеченской Республики. Также повторно назначены на своей должности заместители председателя правительства Чеченской Республики Эли Исаев, министр финансов Абубакар Тумхаджиев, министр автомобильных дорог Абубакар Эдельгириев, министр сельского хозяйства Бекхан Таймасханов, полномочный представитель главы Чеченской Республики при президенте Российской Федерации Магомед Селимханов, руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики. Также депутатами парламента были одобрены кандидатуры Султана Абдулханова на должность председателя Конституционного суда Чеченской Республики, Илом Али Яхьяева на должность председателя Счетной палаты Чеченской Республики. Председатель парламента Чеченской Республики Духваха Абдурахманов и депутаты поздравили новых членов правительства республики со вступлением в должности. В своем выступлении председатель правительства Чеченской Республики Адес Байсултанов отметил, что составу Кабинета министров предстоит решать новые задачи по развитию региона и повышению благосостояния населения республики. А первый заместитель председателя правительства Чеченской Республики Магомед Даудов пожелал коллегам успеха в работе. В ходе спецоперации в Сунжинском районе Ингушетии и Наурском районе Чеченской Республики ликвидированы 2 членов незаконных вооруженных формирований. Об этом на встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым доложил министр внутренних дел Руслан Алханов. По словам министра, спецоперация в Наурском районе проведена силами сотрудников криминальной милиции МВД и сотрудниками Наурского РОВД. Он также сообщил, что сотрудники Сунжинского РОВД совместно с ингушскими полицейскими ведут операцию в окрестностях селения Мужичи. В ходе этой операции уничтожен еще один преступник. Самое главное, ни один из сотрудников не пострадал, подчеркнул глава МВД по Чеченской Республике. Рамзан Кадыров отметил, что самый главный результат – это отсутствие потерь среди личного состава. Он потребовал усилить оперативную работу, проводимую в городах Грозный, Аргун и Гудермес. Глава республики еще раз обратился к тем, кто все еще скрывается от правосудия, с призывом вернуться к мирной жизни. Он напомнил, что в республике учрежден единый день памяти и скорби народов Чеченской Республики, который будет отмечаться 10 мая. Эта дата должна стать еще одним стимулом к единению нашего народа, подчеркнул Рамзан Кадыров. Делегация Чеченской Республики во главе с председателем правительства Адесом Байсултановым по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова для налаживания дружеских, экономических и культурных отношений между 2 республиками побывала с визитом в Карачаево-Черкесской Республике. Адес Байсултанов поздравил председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Идриса Кябишева и его первого заместителя Рауфа Арашукова с недавним назначением на своей должности. Идрис Кябишев в ходе переговоров отметил, что в плане развития региона руководству Карачаево-Черкесской Республики есть что перенять у Чеченской Республики. Адес Байсултанов поблагодарил за теплый прием и отметил, что руководство Чеченской Республики готово оказывать братской республике всяческое содействие. Он также подчеркнул, что Чеченская Республика перешла от этапа восстановления к интенсивному развитию. В республике строятся крупные
культурные объекты, такие как спорткомплекс имени Ахмада Хаджи Кадырова и высотный комплекс Грозный-Сити. Все это стало возможным благодаря тому, что в свое время первый президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров остановил войну в республике и положил начало мирному процессу. Сегодня его путь продолжает глава республики Рамзан Кадыров, подчеркнул председатель правительства Чеченской Республики. По итогам встречи принято решение подготовить проект соглашения о социально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве двух республик. Соглашение будет подписано главами регионов. Делегация крупнейшей строительной компании Объединенных Арабских Эмиратов Royal Group прибыла на прошедшей неделе в Грозный для определения строительных площадок для возведения в Чеченской Республике современного пятизвездочного отеля, спортивной базы и жилого комплекса. Договоренности о строительстве этих объектов были достигнуты в ходе визита главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Объединенные Арабские Эмираты в марте текущего года. В столичной администрации стороны провели небольшое совещание, после которого проехались по Грозному и осмотрели несколько площадок на выбор под строительство намеченных объектов. Между городскими властями и представителями строительной компании из Объединенных Арабских Эмиратов достигнуто соглашение о строительстве гостиницы и жилого комплекса на территории в 45 гектаров в Старопромысловском районе Грозного. После ознакомления с потенциальными площадками под строительство руководитель делегации Хамад Аль-Амир заявил, что сотрудники компании Royal Group в ближайшее время приступят к изучению местности и подготовят проектную документацию и план застройки. Ознакомившись с участками будущих объектов в Грозном, делегация отправилась в горные районы для подбора места под строительство спортивного комплекса. Гости посетили Веденский район и побывали в селении Чешки Грозненского района, на месте бывших советских партийных дач. Спортивный менеджер строительной компании Royal Group Эль-Саед Ашраф отметил, что это будет современный спортивный комплекс, предназначенный для силовых видов спорта. Решение о его строительстве также будет принято в ближайшее время. В Чеченском драматическом театре имени Хампаши Нурадилова прошла научно-практическая конференция «Государственная поддержка культуры малочисленных народов Северного Кавказа как фактор укрепления межнациональных отношений». В ее работе приняли участие директор департамента Генерального секретариата Министерства культуры России Юрий Шубин, федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе по Чеченской Республике Александр Потапов, председатель парламента Чеченской Республики Духваха Абдурахманов, руководитель Министерств культуры ряда регионов Северокавказского федерального округа и другие. Открывая форум, Юрий Шубин зачитал приветствие министра культуры России Александра Авдеева, в которой выражается надежда на то, что насыщенная программа форума создаст новые возможности для культурного диалога, а принятые рекомендации станут действенным инструментом для решения практических задач. Министр культуры также поблагодарил руководство Чеченской Республики за предоставленную возможность проведения форума в Грозном. С приветствием к участникам также обратился Александр Потапов. По поручению полпреда президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Александра Хлопонина он приветствовал гостей и участников культурного форума. Участие в форуме делегаций из всех субъектов Северокавказского федерального округа является свидетельством понимания нашей культурной общности, подчеркнул Александр Потапов. В приветственной речи от руководства республики спикер парламента Чеченской Республики Духваха Абдурахманов отметил, что в Чеченской Республике уделяется особое внимание поддержке национальных культур. Он подчеркнул, что первым указом, подписанным Рамзаном Кадыровым на посту президента в 2007 году, была утверждена концепция государственной национальной политики в Чеченской Республике, призванная на укрепление единства народов, проживающих в республике, невзирая на национальные и конфессиональные различия. По итогам конференции участниками были приняты рекомендации по дальнейшему возрождению и развитию национальных культур. В студии информационного агентства «Грозный информ» состоялось заседание круглого стола на тему отмены режима КТО Чеченской Республики. В мероприятии приняли участие председатель парламента Чеченской Республики Духваха Абдурахманов, уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурдин Ухажиев и министр внутренних дел Чеченской Республики Руслан Алханов. 16 апреля указом главы Чеченской Республики был объявлен Днем мира и является самым молодым праздником нашей республики. Духваха Абдурахманов отметил,
что решение федерального центра об отмене режима КТО было запоздалым, потому что уже после проведения всенародного референдума 23 марта 2003 года уже можно было отменить режим КТО. Министр внутренних дел Чеченской Республики Руслан Алханов отметил, что отмена режима КТО очень благотворно повлияла на общественно-политическую обстановку Чеченской Республики. Главный правозащитник республики Нурдин Ухажиев сказал, что с введением в регионе режима КТО было нарушено действующее законодательство Российской Федерации. Это противоречило не только федеральному законодательству, но и международному праву. Результатом введения режима КТО стали тысячи пропавших без вести граждан, места массовых захоронений людей, разрушенные города и села. И режим этот был отменен вопреки желанию некоторых политиков. Сегодня Чеченская Республика состоялась и юридически, и политически, отметили участники круглого стола. Члены профсоюзного движения республики подвели итоги своей деятельности за последние 5 лет. В работе конференции приняли участие председатель парламента Чеченской Республики Духваха Абдурахманов, представители министерств и ведомств и различных отраслевых организаций профсоюза республики. Для принятия участия в конференции и проведения выборов руководителя региональной организации в Грозный прибыл и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Здесь были обозначены первоочередные задачи, которые необходимо решить членам республиканской организации. На конференции были рассмотрены и единогласно приняты предложения, которые будут действовать в течение ближайших 5 лет. В рамках конференции состоялись выборы председателя объединения организаций профсоюзов Чеченской Республики. На эту должность был единогласно переизбран Хусейн Салтагиреев. После конференции Михаил Шмаков и вновь утвержденный председатель профсоюза Чеченской Республики Хусейн Салтагиреев посетили мемориальный комплекс Аллею Славы имени Ахмада Хаджи Кадырова. Председатель Федерации независимых профсоюзов в России проявил большой интерес к экспонатам музея и в завершении экскурсии оставил запись в книге отзывов и пожеланий. В парламенте Чеченской Республики состоялась встреча спикера Духвахи Абдурахманова с представителями чеченской диаспоры в Иордании. Духваха Абдурахманов поблагодарил гостей за организацию недавних мероприятий по случаю присвоения парку в городе Аман имени первого президента Чеченской Республики Ахмада Хаджи Кадырова и улицы имени нынешнего главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Спикер парламента также рассказал им о сегодняшнем этапе развития Чеченской Республики, о той работе, которую глава, парламент и правительство проводят в этом направлении. Гости рассказали, что позитивные изменения в республике оказывают подобное положительное влияние на ситуацию в Иордании. Представители чеченской диаспоры находятся в Грозном в составе официальной иорданской делегации во главе с заместителем мэра города Аман Амиром Аль-Баширом, приехавшей в республику с рядом инвестиционных предложений по строительству в Грозном социальных объектов. Из огромного количества новостей, представленных на страницах всемирной сети, совсем непросто отобрать наиболее интересную и вместе с тем полезную и правдивую информацию. На этой неделе мы провели активный мониторинг событий как в Чеченской Республике, так и за ее пределами, представленных на страницах интернета. И предлагаем сегодня к вашему вниманию рубрику «Ченет». Продолжит Тимур Нажаев. Вопросы противодействия экстремистским интернет-ресурсам обсудил депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Федерации и региональной политики Адам Делимханов на встрече с представителями информационных компаний. Встреча состоялась в Государственной Думе Российской Федерации в городе Москве. Адам Делимханов считает необходимым выработать меры защиты подрастающего поколения от экстремистов, которые пропагандируют свои идеи посредством сети и интернет. Поэтому необходимо координировать усилия всего общества для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, уважительного отношения к славной истории нашей великой Родины, в лучших традициях народов России, подчеркнул Делимханов. По итогам встречи решено разработать программу совместных мероприятий по противодействию распространению экстремизма в интернете. В Грозном состоялось официальное открытие Дворца спорта имени Героя России Рамзана Кадырова. На торжественном открытии присутствовали глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, заместитель председателя правительства Чеченской Республики Иса Атумхаджиев, ректор Грозненского государственного нефтяного технического университета Хасан Таймасханов и приглашенные гости. В своем выступлении Рамзан Кадыров подчеркнул, что благодаря нашим спортсменам и деятелям культуры мы смогли разрушить стереотипы, которые создавались вокруг Чеченской Республики и чеченцев на протяжении десятилетий. Сегодня наша республика ассоциируется с
выдающимися достижениями чеченских спортсменов. Это трехкратный чемпион Олимпийских игр Буайсар Сайтиев, самый молодой олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Исламбек Альбиев и многие другие. Руководство республики создает все необходимые условия для развития спорта в регионе, отметил глава республики. С показательной программой в Большом спортивном зале выступили дзюдоисты, каратисты и представители чеченской школы вольной борьбы. Спортзал Дворца спорта Грозненского нефтяного технического университета имени академика Миллиончикова предназначен для проведения состязаний по самым различным видам спорта – мини-футболу, волейболу, баскетболу, гандболу, боксу, а также различным видам восточных единоборств. Вручение почетных грамот парламентом Чеченской Республики прошло в Духовном управлении мусульман Чеченской Республики. В ходе мероприятия Дукулах Абдурахманов от имени членов парламента Чеченской Республики выразил благодарность Духовному управлению мусульман Чеченской Республики за сплоченную работу, направленную на благо республики, укрепление духовных ценностей и приобщение подрастающего поколения к религии, за выдающиеся заслуги в деле укрепления основ традиционного ислама, развитие межконфессионального сотрудничества и плодотворную деятельность по противодействию религиозному экстремизму на Северном Кавказе. Почетной грамотой парламента Чеченской Республики был отмечен председатель Духовного управления мусульман Чеченской Республики Султан Хаджи Мирзаев. Также благодарственные письма были вручены отличившимся в работе сотрудникам. С начала 2011 года на территории Чеченской Республики произошло 166 пожаров. Согласно статистике, в республике наблюдается тенденция снижения пожаров по сравнению с аналогичными прошлогодними данными. К сожалению, вследствие халатного отношения граждан к огню, в произошедших пожарах погибли 5 жителей республики, 22 человека получили ожоговые травмы различной степени тяжести. Основными причинами возникновения пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройств и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов, а также нарушение правил устройства и эксплуатации печей и теплопроводящих установок. Компания «Вайнах Телеком» объявила о завершении первого этапа социального проекта «Полезный интернет» для детей, который стартовал 21 февраля этого года. Инициаторы проекта ставили целью информировать старшеклассников о пользе интернета и его возможностях, огородить детей от негативного влияния глобальной сети и показать им другой, полезный интернет. Реализация нового социального проекта проводилась совместно с директорами школ и учителями информатики. Итогом проекта стал конкурс среди школьников на лучшую стенгазету на тему «Полезный интернет». В первом этапе конкурса приняли участие дети из 8 школ города Грозного. Среди 8 стенгазет, сделанных школьниками, компания выбрала лучшую по содержанию информации, методам исполнения, оформления и использованию материалов. Районные и городские отделы труда и социального развития Чеченской Республики начали выдавать льготникам билеты для бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте. В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающим в Чеченской Республике, в обеспечении бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте правительством Чеченской Республики принято постановление о порядке обеспечения бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте в 2011 году. Право обеспечения ежемесячного бесплатного проезда имеют лица, входящие в региональный регистр лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки, а именно труженики тыла, ветераны труда, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий. Правительство России рассматривает возможность создания единого сельскохозяйственного бренда Северного Кавказа. Об этом заявил полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин. По словам полпреда, главным исполнителем по проекту создания единого бренда для Северного Кавказа выступает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Чиновники, по мнению Хлопонина, должны подготовить конкретную программу по созданию бренда до конца второго квартала 2011 года. Любая продукция, качественно произведенная, должна носить бренд Северного Кавказа, которые надо раскручивать. Необходимо сделать так, чтобы эта продукция продавалась как самая экологически чистая. Напомним, что в Северо-Кавказский федеральный округ входят 7 регионов: Чеченская Республика, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Ставропольский край. В Министерстве культуры Чеченской Республики идет подготовка к 3-му международному фестивалю-конкурсу сольного танца имени Махмуда Эсэмбаева. Фестиваль в этом году будет проходить с 17 по 21 мая 2011 года в городе Грозном. Международный фестиваль-конкурс сольного танца имени Махмуда Эсэмбаева проводится в рамках реализации соглашения о культурном сотрудничестве между субъектами Российской Федерации, а также в целях расширения творческих контактов между коллективами и исполнителями, укрепления дружеских связей между представителями разных культур. Фестиваль
Фестиваль будет проводиться по двум номинациям – народный танец и эстрадный танец. В настоящее время регулярно проводится заседание рабочей группы по проведению фестиваля. Уже разработана программа «Сценарий», отметил первый заместитель министра культуры Чеченской Республики, председатель оргкомитета Рамзан Ахмадов. В 2011 году более 30 тысяч детей из Чеченской Республики смогут отдохнуть и укрепить свое здоровье в санаториях и лагерях страны. Об этом сообщила заместитель министра труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Забина Алимханова. Она отметила, что в соответствии с постановлением правительства Чеченской Республики Министерство труда, занятости и социального развития Республики является уполномоченным органом, осуществляющим мероприятия по отдыху и оздоровлению детей. В текущем году планируется организация отдыха детей не только в санаториях и лагерях регионов Северо-Кавказского федерального округа, но и на Черном и Азовском морях. Право на получение путевок в учреждения отдыха и оздоровления имеют несовершеннолетние дети в возрасте от 6 до 15 лет. В Москве состоялось первенство России по карате Кёкусинкан по кумите среди юношей. Продемонстрировать мастерство и технику ведения боя на турнире собрались представители Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Якутии, Чеченской Республики, Краснодарского, Пермского и Ставропольского краев. Выступая среди соперников до 40 килограмм, юный спортсмен из Чеченской Республики Рашид Баширов, выиграв все предварительные бои, вышел в финал. В финале ему противостоял спортсмен из города Орла. Оба спортсмена грамотно вели бой, применяя хорошую ударную технику и технику борьбы. По итогам боя по решению судьи победителем был признан спортсмен из города Орел, а Рашид занял второе место. 16 апреля 2009 года Национальный антитеррористический комитет России отменил в Чеченской Республике режим контртеррористической операции. В нашей республике принятие такого политического решения имело чрезвычайное значение. Тот памятный день вошел в новейшую историю Чеченской Республики. Далее продолжит Валид Гинаев в рубрике «Тема». В 0 часов 16 апреля отменен указ, объявляющий территорию Чеченской Республики зоной проведения контртеррористической операции. Положен конец десятилетней войне политиков и генералов, жертвой которых стал целый народ державной России. В Чеченской Республике с сегодняшнего дня отменен режим контртеррористической операции. Такое решение принял по поручению президента России Национальный антитеррористический комитет. Это означает отмену прежних ограничений. Вы дорого заплатили за мир, за стабильность, за процветание. Этот день – праздник исторической значимости не только для Чеченской Республики, но и для всей страны. 16 апреля 2009 года Национальный антитеррористический комитет России отменил в нашем регионе режим контртеррористической операции. С этого момента Чеченская Республика окончательно развеяла миф о неспокойном субъекте страны, где до недавних времен обстановка была далека от стабильной. 16 апреля 2009 года вошло в историю как выдающийся успех начинаний первого чеченского президента Ахмата Хаджи Кадырова. И хоть не суждено ему было увидеть этот светлый праздник на родной земле, но дело его с успехом продолжил сын Рамзан. Не только российский, но звездный, мировой звездный, спортсменский. Известие об отмене режима контртеррористической операции в Чеченской Республике вылилось во всенародный праздник. И старый млад в едином порыве праздновали такую долгожданную, такую выстраданную чудовищными жертвами и муками величайшую победу над войной и безысходностью. Какую же страшную цену заплатили они за тот счастливый апрельский день, принесший на чеченскую землю великое счастье. 16 апреля 2009 года произошло настолько значимое событие, что это невозможно оценить даже сегодня, спустя 2 года. Все сферы жизнедеятельности Чеченской Республики получили новый бурный темп своего развития. И в самом прямом смысле отмена режима контртеррористической операции открыла Чеченскую Республику для всего остального мира. Впрочем, находились и те, кому принятое в Москве решение показалось преждевременным. Однако волевые усилия Рамзана Кадырова и его команды в конечном итоге возобладали над пессимизмом отдельных московских политиков. Самым ярким проявлением жизни Чеченской Республики стало придание Грозненскому аэропорту статуса международного. Открытие воздушных ворот республики для остального мира явилось началом активного международного сотрудничества между Чеченской Республикой и странами дальнего зарубежья. А ведь когда-то об этом можно было только мечтать. В экономике и социальной сфере с отменой режима контртеррористической операции
также определились контуры будущего международного признания Чеченской Республики как делового центра не только Северного Кавказа. И это лишь часть тех поистине фантастических успехов, которые достигла Чеченская Республика в результате отмены режима контртеррористической операции. Более того, принятое в Кремле решение самым непосредственным образом повлияло и на окончательное формирование образа Чеченской Республики как одного из самых благоприятных в инвестиционном отношении регионов страны. Сегодня в нашу республику все чаще приезжают солидные мировые бизнесмены с именем, для которых Чеченская Республика стала еще одним весьма выгодным деловым партнером. А ведь еще сравнительно недавно зарубежные инвесторы вряд ли могли себе представить подобного рода перспективы на Северном Кавказе. Разве бизнесмены к нам приехали бы, и когда военные при КТО могут проводить зачистки? Там как бы они ни называли, юристы или офицеры, зачистки могут проводить, людей могут останавливать, люди могут пропадать. Разве то, что у нас сегодня ни один человек не пропадает, это не великое благо? Яркие примеры спортивной жизни Чеченской Республики, когда к нам стали приезжать звезды мирового спорта, а также невиданный доселе мировой авторитет чеченской культуры, еще одни доказательства того, что 16 апреля 2009 года произошло событие огромной исторической важности, положившее начало новому, светлому и подающему самые радужные надежды этапу в истории чеченского народа. И сегодня под руководством своего лидера Рамзана Кадырова Чеченская Республика с новой энергией движется к своему лучшему будущему, которое принесет еще больше радостных и великих побед. 15 апреля 1395 года в предгорьях Кавказа на реке Терек, это на территории современной Чеченской Республики, между войсками Тимура и Тохтамыша произошло крупное сражение, которое закончилось разгромом войск Тохтамыша. А 13 апреля, но уже в 1877 году, поднялось восстание горцев под руководством имама Алибек Хаджи Алдамова. И, наконец, в середине апреля 1958 году состоялась первая сессия Верховного Совета восстановленной Чечено-Ингушской автономной социалистической республики. Это далеко не полный список событий, произошедших в эти дни, но много лет назад. Ну а более подробно расскажет Амир Алханов в рубрике «Хронограф». 15 апреля 1395 году в предгорьях Кавказа на реке Терек, примерно в районе современной Чеченской Республики, между войсками Тимура и Тохтамыша прошло крупное сражение, которое закончилось разгромом последнего. Это уже была вторая битва гигантов. Первая прошла в 1391 году на реке Кандурчи, близ Волги. Военные столкновения между Тимуром и Тохтамышем начались с 1380 года, когда самоуверенный Тохтамыш направил свои войска в Среднюю Азию во владение могучего Тамерлана. Тимур находился в очередном походе, что позволило Тохтамышу захватить и разграбить Бухару и окрестные города. В битве на Терек Тохтамыш потерпел жестокое поражение и с небольшим отрядом бежал в Литву. После этого сражение Тохтамыш окончательно исчез из политической арены, а Тамерлан продолжил свои победоносные войны. В 1398 году он вторгся в Индию и захватил Дели. В 1402 году завоевал Турцию, разгромив могучего султана Баязида. Умер Тамерлан в феврале 1405 года в ходе китайского похода. 13 апреля 1877 года близ Аул-Саясан около 60 человек из разных селений чеченского общества решили начать вооруженное восстание. Собрание представителей из чеченских обществ приняло присягу разорвать всякие сношения с существующей властью и объявить себя независимыми. Имамом был провозглашен 27-летний Алибек Хаджи. Около 2 лет с переменным успехом войска имама Алибек Хаджи вели неравную борьбу. В ноябре 1878 года руководители восстания Алибек Хаджи Алдамов, Салтамурат Биноевский, Залми Дада, Ума Хаджи Дуев были арестованы и решением командования приговорены к казни через повешение. 9 марта 1878 года в Грозном и состоялась эта казнь. 27-летний имам Алибек Хаджи оставил историю Чечни и Кавказа героический след. Один из царских генералов писал после окончания Кавказской войны: «Теперь, когда умолкли шум и азарт отчаянной борьбы, когда наша власть на Кавказе вполне упрочена, мы можем спокойно отдать дань удивлению героизму и безответной отваге побежденного врага, честно защищавшего свою родину». До Октябрьской революции добыча нефти в Чечне в основном велась иностранными трестами, которые располагали помимо крупных капиталов еще и лучшими научно-техническими кадрами и более высокой материальной базой. В Грозном утвердились крупнейшие мировые нефтяные тресты: Royal Dutch Shell Transport, Русская генеральная нефтяная корпорация, Товарищество братьев Нобель. Видную роль играла и крупная бельгийская фирма Ахвердок & Ко.
Будучи комбинированным предприятием, фирма являлась монополистом во многих областях хозяйственно-экономической жизни района. На этом предприятии в апреле 1910 года прошла забастовка рабочих этой нефтяной фирмы, которые требовали более достойных условий труда и оплаты. Принято считать, что именно эта забастовка и положила начало революции на Тереке. Союз горцев Северного Кавказа направили в Закавказье своих представителей для организации контактов с турецкой стороной. Цель планируемых встреч – объявление о создании независимой Горской республики и обсуждение возможности официального признания. Горской республики государства, провозглашенной в ноябре 1917 года Центральным комитетом Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана. Этим решением ЦК Союза был преобразован в горское правительство. Председателем правительства стал чеченский землевладелец, нефтепромышленник Абдул-Меджид Чермоев. Союз некоторое время действовал в качестве высшего органа власти народа Северного Кавказа, однако просуществовало недолго. В результате обострившихся межнациональных конфликтов и начала гражданской войны на Северном Кавказе, последовавшего провозглашения Терской Советской Республики горское правительство, фактически потеряло власть и распалось. Алвади Шайхиев родился в 1947 году. Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государственного педагогического института в 1970 году. В 1977 по 1979 годы учился на высших двухгодичных литературных курсах Союз писателей СССР при Литературном институте имени Максима Горького в Москве. Поэт, писатель, переводчик. Член Союза писателей СССР с марта 1976 года. Публикуется в периодической печати с 1961 года. Первый сборник стихов «Чувства» увидел свет в 1969 году. В разные годы в Грозном и в Москве выходили поэтические сборники «Пламя любви», «Огонь в очаге», «Совесть», «Ночные птицы», «Заповедь» и другие. Стихи Алвади Шайхиева печатались в журналах «Молодая гвардия», «Современник», «Звезда», «Дон» и других. В середине апреля 1958 года состоялась первая сессия Верховного Совета восстановленной Чечено-Ингушской автономной социалистической республики. После долгих потрясений и ударов, выпавшей на долю чеченского народа в первой половине 20-го столетия, чеченское общество вступило в наиболее благоприятный период своего исторического развития, который чеченские исследователи характеризуют не иначе, как временным оазисом и благополучным промежутком, тиснувшийся в окружении ее со стороны прошлого и будущего кровавое месиво войны. Первые выборы в Верховный Совет восстановленной Чеченской Республики прошли 16 марта 1958 года, а уже в середине апреля состоялась первая сессия новоизбранного Совета, на котором 16 апреля была принята и Конституция возрожденной республики. 21 мая 1958 года указом Президиума Высшего Совета ЧССР было утверждено о государственном флаге ЧССР. Действительный член Российской академии естественных наук Российской Федерации, ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН, профессор Ибрагим Алироев в рубрике «Жизнь замечательных людей», рассказывает Зулай Байдаева. Поступив в 1952 году на отделение немецкого языка филологического факультета Киргизского государственного университета, Ибрагим Алироев уже на третьем курсе заинтересовался языками народов Северного Кавказа и активно занялся научной работой. С тех пор кавказские языки стали делом всей его жизни. Через год после окончания университета Алироев поступает в аспирантуру дагестанского филиала Академии наук СССР, где темой его научного исследования становится язык кистин, грузинских чеченцев. Кистины жили в нескольких горных селах Грузии еще со времен Шамиля. Молодой ученый приехал к кистинам, почти полгода жил среди них. Вместе с местными жителями участвовал в сборе урожая, в праздниках, изучал их традиции и культуру. Итогом научной командировки стала монография на тему «Кистинский диалект чеченского языка». В 1962 году Ибрагим Алироев защитил по этой же теме кандидатскую диссертацию. Практической отдачей кандидатской диссертации можно назвать учебник грамматики чеченского языка для 7-8 классов национальной школы, написанный им в соавторстве с Джамалхановым.
Этот учебник впоследствии неоднократно переиздавался. Молодой ученый публикует десятки статей, посвященных актуальным проблемам навских языков – чеченского, ингушского, баспийского, сочетая научную работу с преподавательской. Алироев собирает материалы для задуманного им фундаментального исследования по сравнительно-сопоставительной грамматике навских языков. Интересная, но очень трудоемкая, зачастую изнурительная работа, потребовавшая многочисленных поездок в отдаленные районы Чечено-Ингушетии. Встречи с седобородыми старцами, хранителями фольклорных сказаний, систематизация накопленных материалов, изучение специальных трудов по зоологии, археологии и истории. Венцом этого напряженного труда стала блестящая защита докторской диссертации в Институте языкознания Академии наук Грузинской ССР в 1972 году. Дальнейшая научная карьера Ибрагима Алироева была поистине стремительной. Сразу же после защиты докторской диссертации он возглавил кафедру общего языкознания Чечено-Ингушского государственного университета. Ровно через год Алироеву было присвоено звание профессора. В 1974 году в Махачкале выходит в свет капитальный труд Ибрагима Юнусовича «Сравнительно-сопоставительный словарь отраслевой лексики чеченского и ингушского языков и диалектов», ставшей настольной книгой для всех специалистов в области навского языкознания. К Алироеву приходит признание и в научных кругах. Он становится руководителем проблемной группы по изучению русской речи автономных республик Северного Кавказа регионального научного центра Высшей школы в Ростове-на-Дону. В 1975 году он организует единственную в Северокавказском регионе аспирантуру по общему языкознанию. Предельно организованный, требовательный к себе, Алироев стремится привить эти качества и своим ученикам. Он не терпит небрежного отношения к слову, добиваясь от учеников наиболее точного выражения мысли с помощью всего богатого арсенала русского языка. Не случайно именно Ибрагим Юнусович стал инициатором проведения в Чечено-Ингушском государственном университете имени Льва Толстого в 1982 году всесоюзной научной конференции «Роль русского языка в жизни народов Северного Кавказа и развитие их литературных языков». Талант исследователя, целеустремленность и трудолюбие – этот драгоценный сплав позволил Алироеву за 40 лет научно-педагогической работы опубликовать свыше 100 научных трудов, 20 из которых – крупные монографии. В настоящее время ученый работает над созданием серии учебников и учебных пособий по общему языкознанию для студентов и аспирантов. Научная и общественная деятельность Ибрагима Юнусовича Алироева не осталась незамеченной. Он имеет правительственные награды, почетные звания, является действительным членом Российской академии естественных наук Российской Федерации, ведущим научным сотрудником Института языкознания Российской академии наук. На этом, пожалуй, и все. Спасибо, что все это время вы были с нами. Я прощаюсь с вами ровно на 1 неделю. До свидания и всего вам доброго.